Владимир Уйба предложил выплачивать 25 тысяч рублей семьям, награжденным медалью ордена «Родительская слава». Соответствующий проект закона глава республики внес на рассмотрение предстоящей сессии Государственного совета Коми. На последнем в этом году заседании парламентарии рассмотрят большой блок вопросов социальной поддержки. Это и жилищные сертификаты для детей-сирот, и санаторно-курортное лечение для пострадавших от политических репрессий. В новом 2022 году получать поддержку от государства будет больше людей. Сегодня все законопроекты депутаты детально обсудили в комитетах еще раз. Елена Кононова о самых интересных из них. Поистине новогодний подарок для тех категорий жителей республики, кто нуждается в государственной поддержке. В первую очередь это касается детей-сирот, которые уже не один год стоят в очереди на жилье. В Коми таких более 400 человек. С 2022 года они смогут воспользоваться жилищным сертификатом. Правда, с оговоркой: возраст заявителя не младше 23 лет, отсутствие судимости. А еще важно, чтобы будущий собственник работал и не состоял на учете в наркологическом или психоневрологическом диспансере. Размер этой выплаты будет определяться из расчета жилого помещения 38 квадратных метров по рыночной стоимости. И таким образом цена вопроса, стоимость выплаты составит, размер выплаты составит 1 миллион 842 тысячи. Таких нуждающихся из числа детей-сирот граждан у нас 469. В соответствии с выделенными средствами из республиканского бюджета в размере 30 миллионов получат 17 человек из этой очереди. Еще ряд законопроектов, касающихся социальной поддержки, инициировал глава Коми Владимир Уйба. Так, со следующего года одному из родителей, награжденных медалью ордена «Родительская слава», устанавливается единовременная денежная выплата в размере 25 тысяч рублей. Кроме этого, многодетные семьи, где есть 18-летний школьник, будут получать пособие на оплату проезда в пассажирском транспорте. Вводится очень важное пособие для наших ребят, которые воспитываются в многодетных семьях. Вышло так, что мы устанавливали компенсацию проезда по месту учебы в общественном транспорте нашим ребятам, которые обучались в средних профессиональных учебных заведениях системы СПО. Но выпали ребята из многодетных семей, которые имеют 18 лет, но еще обучаются в школе. Поэтому вот эта категория тоже дополняется. И, конечно же, на последней сессии уходящего года особого внимания депутатов требует главный финансовый документ Коми. Бюджет получил дополнительные доходы в виде налогов. Теперь эти деньги необходимо распределить по самым необходимым статьям расходов. Уже известно, что дополнительные средства выделят на социальный блок – здравоохранение, образование и поддержку муниципалитетов. Еще одна поправка касается спортивных событий российского и мирового уровней. Также предложено поправками включить дополнительно сумму на проведение чемпионата мира по хоккею с мячом и на проведение чемпионата России по лыжным гонкам 69 миллионов рублей. Еще один законопроект касается статуса столицы Коми. Такой документ был принят еще в 1998 году, но спустя 12 лет утратил силу, из-за чего и возник пробел в правовом регулировании. Поэтому главой Коми было поручено создать рабочую группу по подготовке нового закона, который даст городу на Сысоле новые возможности для своего развития. И это не только преференции, в том числе финансовые. И сыктывкарцы, и жители республики, многие едут для того, чтобы посетить какие-то достопримечательности, культурно-развлекательные учреждения в наши соседние регионы. А нам бы хотелось, конечно же, чтобы они приезжали к нам в Сыктывкар. И, конечно, в таком случае Сыктывкар будет увеличивать не только свои доходы, и, конечно же, всей республики. Документ пока сырой, но депутаты пришли к единому мнению. В первом чтении законопроект надо принимать, чтобы столица Коми могла начать разрабатывать программу своего развития, а на следующей сессии уже в новом году вернуться к уже доработанному законопроекту. Елена Кононова, Павел Люлянмин, телеканал Юрган.